меня. Вот, ну, теперь постараюсь как-то более-менее в темпе рассказать о том, о чем хотелось. Значит, также прошу извинить, что не было специальной презентации, но по предварительной договоренности с Ильей Домашовым он сказал, что вполне можно прочитать ту лекцию, которая читалась 2 года назад в Германии и год назад, точнее в прошлом году в конце на кафедре энтомологии МГУ о некоторых аспектах составления красных книг или редлистинга. Есть такой термин, пусть не сочтите его за англоманствование. Вот, у нас в Кыргызстане. Так как это имеет прямое отношение к тому, что обозначение исчезающих редких и исчезающих видов животных, растений и целевая охрана именно их является важной составной частью охраны природы и окружающей среды вообще. Презентация на английском, но тут, по-моему, в основном латынь и названия, которые, в общем-то, будут понятны достаточно всем. Это о том, хотелось сказать, что наша республика, она очень концентрирована по населению насекомых в том числе, как самого многочисленной группы живых организмов. Вот, но вот что-то такое странное, сюда не влазит нижняя часть кадра в этот проектор. Выше поднимать? Кто проектор выше поднимать? Проектор, Он кадр. проектор. Кадр можно? А кадр? Страничку. Кадр не знаю, нет, по-моему, его так нельзя поднять. Это, к сожалению, не зависит от экрана вверх или вниз, да, почему-то он срезает. Вот здесь вот можно видеть, да, вот нижнее, что я хотел сказать, общее количество известных видов насекомых поименно, то есть довольно много видов фауны Кыргызстана известны специалистам лишь так, пока что под номерами. Род такой-то, вид номер 1, номер 2. Поэтому она вот так вот еще не впечатляет, эта цифра. На самом-то деле мы сейчас знаем около 15 тысяч видов насекомых в территориях, около 15 тысяч видов. Вот, и если посмотреть это просто по соотношению... А мне еще этот... Давайте мы вам поассистируем. А как он будет там смотреть? До экстремального обитания высокогорья при полярной области, то окажется, что Кыргызстан населен гораздо гуще, чем средняя величина по земному шару и даже по сравнению со многими странами. Потому что если имеются данные сопоставимые с нашими, то есть далеко не все страны, даже СНГ, сделали кадастр насекомых, а в Кыргызстане он издан в 1996 году и представлял, в общем-то, собой первый такой опыт для стран СНГ, кроме Балтии, то мы, пересчитывая количество известных видов на единицу площади, находим удельную плотность видов и оказываемся здесь, ну если не впереди планеты всей, но в достаточно большом отрыве от многих других стран палеарктического, то есть умеренного пояса в Старом Свете. И вполне сравнимо, скажем, даже с хваленными тропиками Южной Америки. Ну, отчасти это может быть вызвано тем, что там еще не проходила такая инвентаризация, все-таки для Кыргызстана 70 с хвостиком лет советской власти и достаточно программное во время социализма изучение биота, она имела свои вот такие очень положительные результаты. Затем, значит, на чем остановиться? Охранять насекомых, если говорить о том, когда начали охранять насекомых в мире, то заострю свое внимание и ваше также на том, что возникла эта идея, как ни странно, на совещании по горным территориям. То есть именно по горным насекомым общество и наиболее прогрессивная, что ли, часть от научной интеллигенции осознали, что малоареальные насекомые, живущие в достаточно экстремальных условиях, что такое горы? Это сверху ледники, снизу пустыни, то есть полоса подходящих биотопов, она достаточно узкая.
В общем-то и человек, скажем так, в Центральной Азии заселяет неширокую полосу жизни между вершинами и безжизненной пустыней, там где есть вода и достаточная температура для жизни, для производства сельскохозяйственной продукции. Это совещание проходило в Швейцарии в 1973 году. И буквально спустя 2 года, опять же на горном саммите стран СНГ в 1978 году в Ереване, был поднят этот вопрос, и после этого уже началась работа по составлению красных списков именно насекомых у нас в Советском Союзе. Уже вплотную. В Кыргызстане, значит, в 1974 году это было принято постановление о Красной книге. С этого постановления с 1979 года, когда оно стало наполняться, мы ведем отчет Красной книги Кыргызстана. В 1978 году в советской Красной книге еще не было, первое еще издание, еще не было ни одного насекомого. Дальше, пожалуйста. Вот, затем установление Красной книги Киргизской ССР и закон о публикации Красной книги, принятый Советом Министров Киргизской ССР в 1979 году. В 1981 году было включено 5 видов, следующее. Хотя книга вышла в 1984 году после постановления номер 505, где было добавлено 14 видов насекомых, печатное издание, как вам известно, содержит всего 5 видов насекомых. В 1985 году, в самом начале, первое издание Красной книги было опубликовано, именно издание следующее. Еще. В 1996 году Кыргызстан присоединяется к Конвенции о биологическом разнообразии. Это одно в числе первых стран из числа стран СНГ. И берет таким образом на себя обязательства по заботе о биоразнообразии. И в частности, в комиссии по выживанию видов одной из первых граф работы идет это забота о редлистинге, таксономической инвентаризации и оценивании риска исчезновения. Ну и принятие мер уже соответственно. В 2005 году было постановление 170, в котором без каких-либо обоснований был дан просто новый список для Красной книги, и поэтому сейчас будет подготовлено постановление, которое привело бы юридически в соответствие то, что напечатано в Красной книге, то, что не было исключено из предыдущего списка, и некоторые виды там еще добавляются. Последнее. Ну, это, конечно, в 2007 году, просто презентация-то старая, вот, тогда на руках у меня еще не было этой книги, она была опубликована именно как Красная книга. Следующий. Так, ну это мы, наверное, пропустим. Это я хотел говорить о тех факторах, процессах, которые в сфере прямых, что ли, связей с процессом редлистинга в нашем обществе и конкретно в моей практике встречаются. Значит, какие у нас следующее можно? Такие вот изменения произошли о Красной книге. Вчера на пресс-конференции обещал, что расскажу о том, почему некоторые виды у нас остались, а некоторые мы исключаем. Потому что многим это как бы непонятно. Значит, по советской методологии редлистинга, то есть составления Красной книги, туда включались насекомые и вообще все остальные виды по таким субъективным качественным оценкам. Вот специалисту кажется, что его стало меньше. Давайте его внесем. Возможно, это хорошо для тех животных, которые наблюдаются напрямую, например, птицы. Тем более тут еще метод кольцевания очень много значит. Или млекопитающие, которые вполне видимы. Беспозвоночные, они намного более сложны в такого рода оценках. И поэтому в комиссии по выживанию видов были выработаны и в течение буквально десятилетия претерпели несколько версий модификаций, что ли, категории, принципы и критерии оценки видов, заносимых в Красную книгу, в том числе и в региональную. В соответствии с этим мы должны были как-то уже отойти от советской вот этой методологии. Красивая бабочка, крупная бабочка, кажется, ее стало меньше где-то. Где-то стало меньше. Мы ничего не можем сказать, что вот махаон там, может быть, он действительно сокращается и реально проходит по каким-то критериям на Украине, где вообще не осталось живой природы практически. Но у нас этому махаону, который вот там изображен, он ничего не угрожает. Следующий. Вот. Соответственно,
категории, они были очень общие. В нашей Красной книге, кроме этих категорий, что там в Красной книге Советского Союза? Ага, там такая-то категория и такой-то вид. Давайте его к нам заносим, берем такую же категорию. Или еще главный научный редактор Кыргызской Красной книги того еще издания говорил, ну это не так, вот я в этом не уверен, но это заменим. Вот все, что было методологическими предпосылками той Красной книги. От этого мы стремились отходить, и тогда уже получалось следующий кадр, что некоторые виды действительно заслуживают еще один, вот, а некоторые виды не проходят по критериям, но ни в какие ворота. Что, в общем-то, уже неоднократно поднималось в литературе, но все вы знаете пчелу плотника, синим шмелем его называют. Если, может быть, он в каком-то микрорайоне, где вообще не оставили старых деревьев, он там исчезает. Вот, но в масштабах республики, в масштабах СНГ, в масштабах Полиарктики этому виду ничего не угрожает, он не является зависимым от охраны, зависимым от мер, которые предпринимаются. Соответственно, место ли таким насекомым в Красной книге? Вообще таким видом? Нет, он там не место. И, соответственно, при составлении нового издания Красной книги мы уже пошли на то, чтобы исключать многие виды. Следующий, пожалуйста. Кроме того, неоднократно в литературе поднимались вопросы о том, почему в Красной книге Советского Союза 1984 года насекомых, которые у нас зарегистрированы в республике, 32 вида, а из них включено всего лишь 15. На основании чего? На основании, наверное, того, что, являясь отчасти официальным государственным документом, Красная книга после того, как она писались об основании учеными, проходила многие стадии еще у чиновников. И там что-то менялось, добавлялось, искажалось, ошибки вносились. К сожалению, такое было. Ну, здесь вот просто соответствие списка 505 постановления и первого, что ли. Так, ну, я сразу буду говорить, кто где изображен. На предыдущем кадре мы имели двух представителей рода Папилио. Вернуть один можно, да? Вот. Махаона, которого мы исключили, и Алексанора, которого мы включили. В советской Красной книге Алексанор был, но вот он настолько редок, что в Киргизии его, если кто-то регистрировал, но настолько широко это было не было известно, и он у нас не фигурировал ни в одном из списков предшествующих. Пожалуйста, вообще. В новое издание он внесен, заменен. Ну, а здесь Алексанор, бабочка Алексанор. Здесь бражник Комарова и Аполлон Дельфиус. Один представляет собой редкий вид в Киргизии, который можно и взять под охрану, можно и не брать под охрану. Он, скорее всего, здесь краем ареала, потому что очень единичная регистрация была. Также еще обращу внимание, что в Красной книге, которая вот издана у нас, насекомые, по которым шел дефицит данных, мы их не вносили вообще. Вот. Ну и Дельфиус, по которому нет никакого дефицита данных, прекрасно он проходит на то, чтобы быть исключенным из Красной книги. Пожалуйста, следующий кадр. Вот. Также здесь список видов советской Красной книги в Кыргызстане с отметками, какие из них вошли, какие не вошли. Ну вот вам это ксилокопа, боливария брахиптера, бескрылый богомол, который широко распространен, и по всей видимости только в Крыму он исчезает. Откладывающая оотеку самка древесного богомола, который, ну вот, действительно хочется включить его в Красную книгу. Потому что вот, ну, приятно, что он в городе там еще живет. Но ему угрожает, потому что, например, такое крупное насекомое, которое не может убежать от человека, оно часто становится жертвой хулиганов, детей даже. Вот. Ну, во-первых, Красной книгой его не оградить от хулиганства детского. А во-вторых, если посмотреть в масштабах республики, то во многих популяциях на юге вот, ему практически ничего не угрожает. Вот. Но с другой стороны, вот казахи его включили. В третье издание Красной книги по беспозвоночным они его включили. Ну, у них совсем уже северный край ареала этого вида, потому что он, в общем-то, от Центральной Индии до Средней Азии распространен. Ну, со Нет, не включен у нас. Вот, ну и внизу там фотография это махового шмеля. Со шмелями мы поступили, можно сказать, достаточно резко, но ни один из видов шмелей при обсчетах реально на пастбищах, то есть мы находили те популяции, которые, скорее всего, исчезать, либо будут истреблены в ближайшем будущем. Но это, во-первых, неизбежно из-за хозяйственной
освоения земель, когда идет полная распашка, либо перезакладка, вообще лик земли человек меняет в том числе и в горах Кыргызстана. Но таких популяций настолько мало, что они не давали своего веса по критериям B, по площадным ареальным критериям. И он у нас не проходил, пришлось и этого шмеля, и других исключить из Красной книги. Следующий кадр. И вот они, список видов, которые, соответственно, синие были исключены из постановления 505-го. Вот как получалось у нас постановление, список постановления 170-го, и, соответственно, он один в один соответствует тому, что напечатано в Красной книге. Вот зеленым, по зеленым все прошло, и они, эти виды, остались включены в новое издание. Ну вот мнемозин или черный Аполлон, Аполлон Тиншанский. Вот, и тут еще этот красотел пахучий. Ну, красотел пахучий обычный вид, он полезный. Но полезность это тоже не критерий для того, чтобы его брать под охрану. Именно в Красной книге. Тем более, что так вот и рекомендовано Международным союзом охраны природы. Ну и ктырь гигантский здесь еще есть, самая крупная наша муха. Он действительно настолько редок, что по встречаемости похоже, что для него существует некоторая угроза, и желательно его взять под охрану. Следующий. Как называется эта муха? Муха, ктырь гигантский. Ктырь. Да, ктырь. А как вы считаете этих насекомых? Что значит считаю? Ну, когда вот результаты делаете, да, вот, например, это вот... Ну во время экспедиции мы обсчитывали популяции, просто есть специальные методики, как на площадь, как на учет, так и на привлечение, например, на ловушку. Вот, мы смотрим плотность популяции, количество популяции считается примерно так. Нужно взять для летающих насекомых около 20 километров и считать то, что если эта особь от другой стоит на 20 километров, значит это, соответственно, представители двух разных популяций. Для нелетающих это расстояние может быть даже сокращено, но там нужно смотреть еще на рельеф. Вот есть пример вот, по борьбе вот, защищающих видов? Давайте потом. Давайте вопросы будем задавать. Вы Вопросы? записываете свой вопрос, а потом будете задавать, что у вас возникает. Так, и вот также, кроме того, что была советская Красная книга в период советской власти, как бы указующим документом для кыргызской Красной книги. Сейчас для Кыргызстана, как страны, присоединившейся к Конвенции о биологическом разнообразии, международная Красная книга является таким же указующим документом. Соответственно, что здесь можно посмотреть? Что туда включено из нашей фауны? Вот. А туда включены всего два вида. Это обыкновенный Аполлон, это вид с огромным ареалом, образующий массу подвидов. И дыбка степная. Дыбка степная это реликт степной фауны, он действительно исчезает, потому что степи у нас в первую очередь являются таким изничтожаемым биоценозом. И дальше вот идут категории по Красной книге. Образец, что ли, блока по этим двум видам из международной Красной книги, которая давно уже не существует в жестком виде, она вся в обновляемом виде либо на электронных носителях, либо в интернете. Ну и там в фотографиях тут Аполлон локсиас, это очень узкореальный наш эндемик. Здесь он приведен как бы как в противовес обыкновенного Аполлона. У обыкновенного Аполлона ареал огромный. От Восточной Сибири до Пиренеев и Англии. Масса подвидов. Да, равнинные подвиды у этой бабочки легко исчезают, но если вы знакомы с текстом Красной книги, то объяснять не буду, почему они не способны к миграциям, они никуда не кочуют. Если его здесь выбили, он больше сюда никогда не вернется. Ну и дыбка степная, если можете рассмотреть, но кузнечку и полагается быть таким незаметным, иметь покровительственную окраску. Следующий, пожалуйста. Вот, ну, тут можно прокрутить, еще прокрутить. Значит, благодаря Государственному республиканскому органу охраны окружающей среды, еще один можно, были организованы экспедиции по вот обсчетам этих краснокнижных насекомых, был проведен всесторонний анализ по двум видам, вот, на желтой надписи Psamodius nocturnus и Mosaris carli. Мы считаем, что они уже в нашем регионе, регионально, в нашей стране они исчезли, соответственно, это представители уже черных страниц Красной книги. Следующий. Вот. Ну и два вида, которые имеют высшую, что ли, категорию, еще один. Они прошли вот по всем признакам, по всем критериям на категорию угрожаемые.
Вот, это вот, ну или первая категория по красной книге. Это два представителя отряда жесткокрылых. Это усач киргизобия. Тут он в природе, в коллекции, и самка другой морфы. То есть они вот такие еще, то ли черные, то ли с красными надкрыльем бывает. И значит, скакун галатея. Возможно, с этими видами и не сталкивались вот конкретно мы, бишкекчане, потому что это виды, живущие на юге. Ну и как они прошли, там расписаны категории, но человеку, который не знаком, что ли, с рекомендациями по оценке видов СОП, которые рекомендуют, это прочитать довольно сложно. А редлистеру это очень, читается очень просто. В первую очередь, почему мы их туда включаем именно в такую высокую категорию, это из-за того, что их места обитания практически невозможно уже остановить их исчезновение. Ну, например, усач киргизобия заселяет старые деревья ивы и березы в поймах крупных только рек, и не так высоко в горы она идет. Соответственно, там, где она впервые была найдена, в этом месте уже давно рисовые чеки. Никаких старых деревьев нет. Сейчас трудно с топливом население прямо-таки охотится за старыми, за сухими деревьями, и где жить бедной киргизовье. Поэтому первая рекомендация, если вы посмотрите Красную книгу по ее сохранению, мы рекомендуем ее оставлять в местах ее обитания, ну хотя бы 2 дерева на гектар. 2 старых дерева, чтобы они смогли там жить. Почему важно сохранить этот вид? Также, если откроете Красную книгу, увидите, что это представитель монотипного рода, то есть не то, что других видов из этого рода. В этом роде всего единственный вид. И нигде больше, кроме как в Киргизии, и то небольшой территории внутри Киргизии, он не встречается. Это таксономический, зоогеографический, эволюционный реликт. Он имеет большое сохранение и значение для науки, но и, может быть, даже общество будет о нем плакать, если он вдруг исчезнет. Следующий кадр, пожалуйста. Общество энтомологов будет. Ну, в общем-то, ничего нет лишнего в природе, поэтому все, наверное. Ну и тут я рассматриваю тех животных, которые внесены в Красную книгу по низшей категории, так называемая категория неактуальной угрозы. Это либо ловер риск, это низкий риск исчезновения, либо NT это, ну, приближаясь это так к угрожаемым, но таковым пока еще не являющимся. И вот таких у нас какой? Арчевый рогохвост. Ну, здесь вообще хохма произошла, то есть его считали раньше, ну, это, в общем-то, обычная вещь, когда вот в 1954 году писали «Тигр туранский, страшный вредитель сельского хозяйства». Он там раз в 2 года 1 корову, может, убивал. Вот. Про арчевого рогохвоста. Страшный вредитель, значит, лесного хозяйства. Дырки делают в стволах. Но он настолько редкий, что вот прошло некоторое время, у туранского тигра уже никакое включение в Красную книгу советскую не спасло от исчезновения. Но арчевого рогохвоста, скорее всего, еще спасет. Но, во всяком случае, нам бы его сейчас перевести в понимание лесоводов и людей из разряда вредителей, безусловных, в разряд, в общем-то, животных, достойных сохранения. Ну, они тоже достойны жизни, и пускай они там живут в Арче, ну, сколько они там повреждают-то ее. Тем более, что сейчас американцы, а он в Америке тоже живет, арчевый рогохвост. Вот, они открыли, что, оказывается, Арче нужно, чтобы ее иногда сверлил вот этот рогохвост. Зачем? А биохимия, оказывается, взаимодействие такое с биохимией, что у нее повышается семипродуктивность, когда в ней живет. Ну, это можно сказать, что мы привыкли считать симбиозом только очень тесное совместительство живых организмов. А на самом-то деле понятие симбиоза наверняка шире. И в природе оно реально соответствует тому, что фитофаги нужны растениям, а не только растения нужны фитофагам для еды. Следующий кадр, пожалуйста. Ну, там остался Мазарис Карлин, на нем я... Ладно, вернемся. Про него можно рассказывать много, потому что я специалист по чистокрылым в первую очередь. Значит, здесь у нас оса Мазарис длинноусая. Значит, что это такое? Это первое... Вообще, кто такие мазариды? Это маленькое такое семейство. Это первая попытка эволюции создать пчелу. Раньше все осы были плотоядными. Но вот в какой-то момент, это дотретичный реликт, вообще все мазариды, в какой-то момент они решили стать вегетарианцами, вот, и значит, питаться уже пыльцой. И для своих что ли, этих личинок они заползают пыльцу. У них огромный зобик,
больше головы раза в 3, наверное. И вот они туда пыльцу набивают. А самцы габитуально очень отличаются от самок. Вот, если видите, там у него огромные усы, а у самки, которая слева, усики маленькие, булавовидные. Вот. Кроме того, они живут небольшими такими колониями, заселяют очень узколокальный биотоп, и тем не менее они попали у нас в низкий риск, потому что по всем признакам мы выявили 5 популяций в республике и смотрели на них. Человек эти места, именно крутые южные склоны, мало покрыты растительностью, он на них мало воздействует. Соответственно, в ближайшее время мы не предвидим сокращения, оно уж говорить о том, чтобы было ли какое-либо сокращение зарегистрировано за последние 30 лет, об этом не приходится, не так долго их изучать вообще. Вот. Ну, можно следующий, про Мазариса можно долго рассказывать. Ну, стрекоза, дозорщик, наш булавобрюх в Красной книге, так он из советской, из 505-го постановления плавненько переходит в современную Красную книгу и булавобрюх. Так, ну здесь список тех насекомых, которые прошли из списка, в котором было больше 100 видов. Они прошли, как данных достаточно для оценки. Эта оценка однозначно свидетельствует о том, что этот вид сокращается и является угрозой. Вот они у нас вошли тут с категориями. Вот. Ну, в формате этой лекции, наверное, не успею там про каждого что-то сказать. Буду называть изображения, потому что эту аудиторию не в последнюю очередь интересует, а кто же они такие. Вот. Значит, Карабус ферганезис здесь изображен снизу справа. Вот. Это самец. Что за вид на русском говорите? Ну, он идет как брызгун ферганский. В Красной книге по-русски он идет. Жук, конечно, жук. Ну, не клопжик. Вот. Значит, так получилось, что в процессе эволюции этого рода брызгун или карапус, вот, брызгун, два вот вида давным-давно, или какой-то таксон, которого сейчас нету в живых, отделился и стал жить на Ферганском хребте в средней части. И он настолько давно отделился, или какой-то процесс подтолкнул его эволюцию, что у нас сейчас в мировой фауне имеется один подрод вот этих жуков-брызгунов с 2 видами. Они являются эндемиками республики и больше нигде не живут. Соответственно, такой эндемичный подрод на Ферганском хребте оба. Один с одной стороны, другой с другой. Вот. А вот в которой ферганенсис, он живет на той стороне, которая к Джалабад. А валидус или брызгун могучий живет на той стороне, которая к Казарман. Вот. Очень узкий пояс. Естественно, там идет и вырубка кустарников, и перевыпас, поэтому они являются угрожаемыми. Он вошел по категории угрожаемых ВУ. Следующий кадр, пожалуйста. Вот, ну здесь проблемные виды, на них я заостряться не буду, могу только сказать, что в Красной книге вы видите приложение номер 3. Это виды, требующие внимания, да? Это те, из которых уже сейчас мы можем сказать, что вот сейчас дайте нам такое вот право, мы сейчас навносим туда еще гораздо больше. Ну и такую еще оценочку вам скажу. В Красной книге второе издание Украины 298 видов насекомых. В Красной книге Казахстана тоже 3-е издание свыше 200. Вот. А у нас всего. Спрашивается, неужели у нас так все благополучно обстоит? Нет, у нас неблагополучно обстоит дело с тем, что правительство, ну и некоторые чиновники из Академии наук говорят, а зачем столько много? Вот столько вам лимит и хватит. Вот. А то слишком толстая Красная книга станет там, слишком дорого будет издавать. И уж не дай бог на основании этой Красной книги общественность начнет требовать от правительства мер по заповеданию каких-то маленьких участков. Ну и подводя итог, все-таки у меня в теме лекции и по насекомым, я потом буду переходить уже к другим, стоит сохранение. Я вам скажу так. Можно сказать, что в нормальных ВЛПТ видов из списка Красной книги практически нет. Они все у нас не защищены заповедниками или природными парками. Вот. Практически все. Если пролистнете меры охраны существующие, с большой натяжкой мы там кого-то находили, или в территориях сопредельных к какому-то заказнику. Вдруг он, значит, там сохраняется. Но так, опять же, от нас требовали написать, что меры охраны существующие кое-какие есть. Но кое-где приходилось писать откровенно. Мер охраны по ним нету. Поэтому, естественно, и население нужно агитировать. Но население тоже как агитировать. Вот, скажем,
находится тут вот, уже после издания Красной книги совершилось большое открытие. Сергей Чуркин обнаружил на хребте Молдотова уникальный вид узколокального Аполлона. Новый вид. Аполлон Давыдова он назвал его. Новый для науки вид оказался. Он родственник вот тому нашему Локсиусу, очень локальный. Да, на Молдотово живет. Вот, сразу же мы решили в публикации писать название урочища, которых целых 5 на хребте, и пускай потом они его ищут. В издании, может, видели бабочки Джунгара Тиньшани, ну, в раритете лежит вот этот огромный том. Вот, там также мы не стали ставить никаких конкретных точек. Но, в общем, тем не менее, сюда прямо-таки прут люди, которые на нем хотят заработать. Дело в том, что коллекционеры типа Мавроди за него отваливают очень большие суммы. Вот, но и также заинтересована, да, наша таможня почему-то заинтересована в том, чтобы к нам эти ловцы приезжали, потому что когда они выезжают, этих ловцов можно поймать на взятку. Поэтому работать с таможней у нас абсолютно не получилось. Они наоборот обрадовались, что есть такой вид, сказали, значит, ну так зовите сюда больше. Вот. Их не волнует самое главное это что те ловцы, которые будут бегать за этой бабочкой, потому что они, скорее всего, не будут стараться найти гусеницу и развести в неволе. Это большой труд. Таким делом может только у нас, например, Сергей Торопов заняться. Вот. Они не станут этого делать. Они будут просто бегать так. Так вот, бегая, они вытопчут кормовое растение, скорее всего. И скажут то, что а мы бабочку там даже, может быть, они ее не ловили, а просто фотографировали. Но они вытопчут кормовое растение. Потому что, ну, такой бедценот у него. Значит, соответственно, прямо брать нужно колючую проволоку и огораживать то место, где он живет. Иначе никак. То есть охранять нужно не особи, а место обитания. Автоматом надо будет поставить. Да можно бы, но это дороговастенько уже будет. Вот. Ну и там некоторые другие виды. Ну, следующий можно кадр. Ну вот опять же виды, которые были в том списке, который мы проходили на оценивание. Вот это кузнечик, значит, этот глифонотус, и русского названия нету. Для некоторых видов русское название появилось только тогда, когда его включают в Красную книгу и прям-таки дали приказ. Вот теперь дайте ему русское название. Ну какое может быть русское название, если данный вид в России не живет? Ну, из английской транскрипции все произношение. А в Англии оно тоже не живет. Это латинская вернее. Ну, латиница, ну тем не менее, вот мы как-то выкрутились. Как называется кузнечик? Глифонотус тарацикус, по-русски, как его сказать, можно сказать, кузнечик, у которого передняя спинка имеет седловидную выемку. Вот, уникальный кузнечик, вообще с цветными задними крыльями нет ни одного в Палеарктике, только этот род глифонотуса. Ну, у нас чехарда с видами, то есть получается, что Кыргызстан это родина глифонотусов, если так рассматривать. Вот они в горах, видообразование у них происходит. Реально оказалось даже так, вот чисто на слух, что северо-киргизский внутренне-тиньшанский глифонотус самцы не так поют, как на юге. Вообще не похоже поют. Вот. А внешне так, ну, под микроскопом там что-то можно найти различия такие, ну, тоже не стойкие. Вот. Но поют совершенно разно. Вот. Так и не было найдено плотниковье нами. Тут вот другая кобылка выставлена, тоже кобылка. Это не кузнечик, это кобылка. Нет, серенький, который по центру. Вот. Плотниковию мы очень хотели найти, но мы не решаемся ее вынести на черные красные книги. Это монотипный род, такой же, как и киргизобия, то есть один вид в роде, и только в Кыргызстане. Вот. Правда, в нескольких местах, и даже 2 подвида он образует, но тем не менее, вот искали, но не нашли. Так получилось. Медведь Царюкбайля. Ну, это у нас не прошла. Она край Мариала в Кыргызстане, в общем-то, недостаточно редкая, но оказалось, что ее раньше считали редкой. Почему? Она редка в коллекциях. В коллекциях она редка. Это медведица, бабочка-медведица, которая слева вверху. Вот, справа вверху, медведица Рюкбайля. Вот. Не прошла она в Красную книгу, потому что, ну, оказалось, что был плохо изучен ее образ жизни. Не такая уж она и редкая. Вот. Ну и красивая бабочка, тоже из рода Аполлон, который в Красную книгу по критериям не прошел. Может быть, если мы станем брать под охрану на уровне популяции подвидов, потому что в Кыргызстане их 2 подвида, один широко распространенный, другой узколокальный в Кашгарии,
то тогда следует их взять. Кроме того, различные воздействия на их популяции. Если популяцию кашгарскую, именно того локального, разрезали автодорогой, и сейчас после землетрясения в Нуре еще больше разворотили там всю окружающую среду, то, может быть, встанет вопрос, чтобы внести только один подвид от этого вида, красную книгу. Пожалуйста, следующий. Это те проблемы, что есть насекомые достаточно редкие, но имеющие большой реал, которых можно было бы и внести, но это, опять же, с точки зрения того, что Красная книга должна иметь лимитированный объем, нам говорят чиновники, они туда как бы и не попадают. Но есть некоторые казусы. Вольфартова муха, может, слышали, что вредитель там, скот от нее болеет. Увы, она у нас проходит на угрожаемый вид. Вольфартова муха. Уж настолько стала редкой, хотя раньше с ней боролись. Дальше называть не буду, потому что их в Красной книге нет, этих насекомых. Следующий. Еще один кандидат, конечно, в Красную книгу. Просто за один год мы не смогли собрать столько много данных. Это Фергануза гемиптера. Это реальные кандидаты. И рядом же реликтовый чернокрылый кузнечик, который был в Красной книге Советского Союза. И у нас в республике он есть. Так вот, Фергануза обязательно должна войти, потому что это монотипический род. Ее ареал длиной километров 50 всего лишь. И даже если сейчас там, кроме скота, там всего 3-4 поселка, это на юге Кыргызстана, который очень густо населен, то есть такого сплошного истребления мест обитания нету. Это вид угрожаемый, он проходит в достаточно высокую категорию. Рядом с ней кузнечик, который уж на ВУ тоже пройдет, на категорию ВУ. Диварктия, я вниз иду, Диварктия дива, медведица, короткокрылая, не распространяется, соответственно, если где-то перевыпас достигает такой стадии, что вытаптываются кормовые растения, а основные конкуренты пищевые у этой бабочки это овцы, то она может исчезнуть, и, скорее всего, некоторые популяции уже исчезли. Потому что она известна еще со времен экспедиции Грум-Жемайлова. Следующая медведица имеет небольшой реал, но буквально исследования до недавних лет показали, что, кажется, нужно провести таксономическую ревизию, потому что между разными популяциями оказались промежуточные формы и промежуточные популяции. Изображение плотниковии из определителя, так для нас это насекомое остается известным лишь только по печатным изданиям. И две осы, которые были предложены еще давно, в 2002 году, но по которым данные поступают очень медленно, потому что они действительно очень редкие. А для одной осы, которая вверху, сколия, это сколия хаузери, этот вид, так еще и самцидов неизвестно. То есть настолько он редкий. Скорее всего, он является паразитом какого-то жука, который в послетретичное уже, точнее, в последнее плейстоценовое потепление, после этого оледенения, был влажный более-менее климат на Тянь-Шане. Потом произошла аридизация, в том числе и на западном Тянь-Шане, где он сохранился только в самых влажных местах. И, скорее всего, его жук, хозяин после нечтоусы, резко сократился в численности. Соответственно, специализированный его паразит, это оса сколия хаузери, также стала очень и очень редкой. Следующий кадр, пожалуйста. И основные заключения, методология была изменена для того, чтобы редлистинг стал действительно необходимой вещью для защиты насекомых. И вообще видов следующие, там постепенно. Всякие красивости были исключены, следующий. Он стимулирует исследования, редлистинг в Кыргызстане стимулирует исследования редких видов. Появилось больше желающих писать по ним курсовые работы. Это, в общем-то, радует. Но лучше бы они писали курсовые работы по тем видам, которые перечислены в приложении 3, по которым есть недостаток данных. Следующий. На самом-то деле в Кыргызстане гораздо больше угрожаемых видов. Это как теоретически следует из того, сколько видов у наших соседей, а также практически следует из наших исследований. Следующий. И то, что пока у нас эффективность Красной книги и редлистинга для реального сохранения насекомых очень низка. Никто и не думает организовывать в местообитаниях особо охраняемые природные территории, а местному обществу
больше всего они интересуют, и на бабочках можно заработать. Потому что заходят в интернет, смотрят на цену на Парнасиус Давыдове, вот, и решают то, что будут ловить все подряд, потому что действительно только специалист может отличить. Или хороший коллекционер-любитель. Вот здесь, наверное, у меня все. Что там последний кадр еще? Ну здесь кого назвать? Желтушка Христофа. Это та вот бабочка, которая не желтая сверху. Самка и самец. И внизу самка и самец пилищика Мегалодон Кузнецова. Вот это виды, которые у нас в Красную книгу внесены. Вот они как вот выглядят, потому что действительно следует сказать, что не всегда очень хорошие иллюстрации рисованы в Красной книге. Ну а теперь благодаря вот тому, что Биом организует такую интересную вещь, как портал с фотографиями, натуральные фотографии будут теперь хотя бы в интернете выставлены. Потому что Шукуров дал на шмуц-титуле части животные кучку фотографий, но далеко-далеко, конечно, не всех. А от того, чтобы давать крупно, как вот, например, в Красноярского Красной книге, в Новосибирской Красной книге, на целый лист фотография, это хорошее качество. Отдельно только краснокнижно. Не совсем это желательно, потому что Красная книга является официальным документом, и размножение популярных калек с Красной книги, как показывает опыт еще советский, он вредит. Он реально вредит. Потому что там что-то изменить, там что-то перепутали другие авторы, значит, сделали, да? И начинается чехарда, а потом с этим только разбираться. Вот, скажем, наш несчастный баран Марко Поло, который занесенную охоту на него никто не стал останавливать. В частности, еще в советские времена просто чудом он не попал в Красную книгу такую популярную, где не специалисты, а популяризаторы хотели сказать, у нас сохраняется весь горный баран. Но у нас вот, к сожалению, так вот получилось. Поэтому пускай все-таки будет портал, на котором, как сказать, при контроле и со стороны министерства, и со стороны научного органа Академии наук, чтобы там была только точная информация и не больше, чем необходимое. Мы не станем писать, где ловить Парнасиуса Давыдовича, вот, и прочих вещей, на которых есть такой вот спрос. А про остальные, чем больше, например, мы выставим еще и этих указаний на то, чтобы нужно его сделать для него микрозаказники там, и так далее, тем лучше, наверное, будет. Вот. Ну и так получилось, что чтобы не поворачиваться к вам, я так советовал, который у нас является единственным из видов беспозвоночных, который включен в Международную Красную книгу. И хотя более чем 3/4 популяции по нашим исследованиям не угрожает исчезновение и даже значительное сокращение, мы его включили, можно так сказать, в политических целях, но в самую низшую категорию угрозы. Так. Дальше вот тут как раз пройдут некоторые. Так, это вот Аполлон Локсиас, возможно, одно из первых прижизненных фотографий, потому что этот слайд был сделан еще в 1993 году. Вот, наш сараджасский эндемик. Вот, тоже когда-то был лакомой добычей для коллекционеров. Сразу скажу, коллекционеры за редчайшим исключением истребить вид не могут. Они могут вытоптать место обитания, да. Но вот если у него место обитания это вертикальные склоны с торчащими кустиками, то сколько бы там ни было ловцов, а в конце советского времени мы выгоняли с этих стенок и по 90 человек, вот, было такое дело. Но самое эффективное получилось, что когда Сергей Торопов их развел и на рынок поставил со своей домашней фермы, они у него дома самки спариваются, откладывают яйца, он их выкармливает, дает им зимовку. Это очень трудоемкий процесс, но с другой стороны, у него все бабочки чистенькие, все бабочки ценные. Цены на рынке упали настолько, что за ними сейчас никто не едет. Они не перестали быть объектом коллекционирования. Но никто теперь не думает, что он сумеет оправдать экспедицию в Сарджас. Вот именно сбором этих бабочек. И прекрасно, значит, это один из методов сохранения, это разведение их в неволе для покрытия рыночных потребностей. Из птиц перешел к бабочкам? Да, он всю жизнь занимался бабочками, и птицами тоже. Я знаю, что Да.
Ну, птицами это с детства, а сейчас он серьезно. Не, ну, если вы видели эту книгу, ну, это махаон. Очень красивая бабочка, конечно, я согласен со всем, но как виду ему ничего не угрожает. И не только юрис, это гусеница. Еще один момент, я тогда не остановился. Я как специалист и по амфибиям, которые тоже имеют сильно отличающиеся стадии развития от взрослого, надеюсь на то, что в следующем издании Красной книги у нас будут даваться изображения не только имага, не только взрослых насекомых. Спрашивается, должно ли население, читая Красную книгу, представлять, что махаон, вот это вот такая бабочка, но и вот этот червяк зеленый тоже махаон. Вот. Но вот Шукуров почему-то был против. Помещение и головастиков, нет, говорит, головастиков не будет, и гусениц тоже не будет. Вот. Ну и больше, конечно, наверное, иллюстрация. Ну вот еще одна красивость. Звонят, в прошлом году 2 раза звонили. Почему вы не внесли павлиньего глаза? Вот, я очень обеспокоена, на нашей улице он летал всю жизнь с 1951 года, а сейчас их меньше и меньше. Я говорю, а на вашей улице арык засыпали? Да, засыпали. Значит, и сады свели, построили новые коттеджи, значит, вот эти вот хоромы. Да, построили. Я говорю, ну так у вас исчезла крапива, а гусеница его живет на крапиве. Посадите крапиву, он к вам прилетит и будет у вас летать в огороде. Вот. Так вот обеспокоенные жители города Бишкек хотят, чтобы летали у них павлиний глаз. Кстати, павлиний глаз уже летает, на улице Кремлевской я его видел, но вот такой снег, конечно, их может процентов на 50 погубить. Хотя они охлаждение выносят хорошо. Ну, приятно, когда в городе такое. Так, ну здесь у нас шмель, у которого плохо видно, я уж извиняюсь, что-то мощности проектора не хватает, все-таки не темно здесь. Вот. Ну и такой вопрос тоже был со стороны и общественных организаций, и наших начальств. А почему вы не включаете, просто одну популярную вещь готовили, самые крупные насекомые по отрядам семейств. Это самый крупный киргизский таракан. Вот. А почему вы его не включаете? Ведь оказывается, что он редкий. У нас там в коллекции его всего 4 экземпляра. Вот. Отдельно хотелось бы остановиться на тех, что и самые крупные насекомые зачастую, и достаточно редкие у нас получается, это насекомые пустынной зоны. Вчера Ростислав Николаевич сказал, что пустыни для Кыргызстана не характерны. Да, с точки зрения геоботаника они не характерны, но с точки зрения эволюции биоценоза, с точки зрения, если мы будем смотреть на происхождение, на генезис экосистем, это только геоботаник по массовым, по этим фоновым видам может сказать, эта пустыня не представляет уникальности. Если мы будем смотреть с точки зрения редлистера, то есть смотреть на редкие представители биоты, а не на геоботанику как фоновые виды те же, а редкие виды совершенно иные. И, скажем, пустыня, которая сейчас засыпается мусоркой около города Балыкчи, там за кладбищем дальше туда, это холмы Босбармак, это вообще сердечная боль, больная мозоль. Почему? Эта пустыня уникальна. Эта пустыня уникальна, она не похожа ни на одни другие в Центральной Азии, если мы встанем на колени и посмотрим на беспозвоночных. Но даже не вставая на колени, можно сказать, что последняя дрофа была зарегистрирована там, последний джейран был зарегистрирован там, вот последняя змея-стрела тоже была зарегистрирована там. Вот. Последний в Присыкуле, я имею в виду. Ну, в общем-то, уникальная находка. Но вот это вот пустыня около Баткена и 2 здоровенные пестеротарзы, которые в масштабах Средней Азии, может быть, и не являются исчезаемые, у них довольно широкий ареал. Но в Киргизстане, ну, возможно, они там еще и остались. А так, вообще-то, там вот узбекские нефтяники на нашей территории пустыню просто засорили полностью. То есть, где не пнешь бархан, там, значит, это грязь, вот эта вот нефтяная. Потому что, ну, в общем, ведется нефтедобыча безобразным образом. Вот. Ну, еще один маркер таких же исчезающих пустынь в Кыргызстане, которые не характерны для Кыргызстана, но очень важны в сохранении биоразнообразия в Кыргызстане. Это вот Эминиум регеля. Вот так выглядит это медвежье ухо. Ну, хочу вам сказать, что в Красной книге, по-моему, составитель этого даже и забыл указать. Но вот это вот покрывало, это вот калла, да, это вообще он
размером с хорошую здоровенную калу. Вот. Сантиметров 20. Вот. Но встречается он даже не каждый год. И даже ботаникам. То есть Полоськов его несколько лет искал. Какое место ставить? Назови место. Место, ну, а вам это даст что-то? Конкретно около Арсланбоба. Арсланбоба? Да, в 6 километрах от Арсланбоба. Но в радиусе 6 километров 2 года толокся доктор наук Полоськов, прежде чем его нашел. Вот. То есть найти его не так просто тоже. И тем более он рано весной цветет. Вот. Скорпион черный. У нас два вида скорпионов. Если часто людям попадается желтый, Мезобутус интермедиус, то Артахейрус, забыл как его видовое название, вот этот красавец, он попадается намного реже. Ну вот пока одна коллекционная находка из Ожской области и все по ним существует. Тоже, возможно, кандидат. Вот. Ну и теперь пошли к моим позвоночным. Ну я вчера уже говорил, почему черепаха попала на странице Красной книги. Вот. Какие меры по ее сохранению? Да никаких сейчас. Для черепахи нету ни одного заповедника, ни одного нацпарка, ни одной охраны территории. Вот. Не попадает она. Но это тоже просто другая популяция. Вот. Другая популяция, и вот здесь просто забыл я, надо было бросить линейку рядом. Очень крупный экземпляр. Угу. Ну, где-то в блокнотах там лежат эти данные замеров и прочее. Ну, вы бы их разводили, выпускали бы черепаша в природу. Вот. Ну и наш крокодил пустыни, варан, земзем. Сколько? Ну, без хвоста сантиметров 95 максимум. 118. Без хвоста 118? У нас или вообще? Я имею в виду среди наших экземпляров. Почти метр, да, получается? Да, почти метр, без хвоста. Ну и хвост, у самки покороче хвост, у самца подлиннее. Там соотношение длины хвоста, это все это написано в Красной книге. Вот. Но они медленно достаточно растут у нас. То есть, скажем, в той же репетеке вараны достигают на 4-й год жизни уже длины больше 60 сантиметров без хвоста. А у нас они медленно растут, потому что холодно. То есть вообще рептилии, я бы их половину киргизского списка бы внес в Красную книгу. Они мало того, что на земном шаре являются уже так пенсионерами в доме престарелых, потому что их эра закончилась, эра динозавров прошла, и расцвет этого класса рептилий, он позади, они сейчас реликты, практически все реликты. Вот. Ну и в Кыргызстане они все живут на пределе естественных возможностей обитания. То есть здесь холодно, здесь высоко, здесь люди их там истребляют. Ну, в общем, плохо им у нас в Кыргызстане, поэтому можно вносить и вносить. Вот даже желтопузик попал. Хотя я вот тогда не занимался оценками рептилий, там другая группа работала по рептилиям. Вот. Но когда Эмиль Джапарович после уже совещания по пересмотру Красной книги своей рукой дописал желтопузика, вот, ну, с этим, пожалуй, мы согласны. Лишь бы только это не привело к тому, что теперь его больше будут на Бешкунгее, в окрестностях Асанбая, еще больше будут его стрелять. А так каждую весну одну-две особи убитых Очень детьми мало стало. можно найти, да. Но с другой стороны, у него кормовая база тоже сократилась. Ну, там же для растительности, А потому что там забросили, там мышей нету. Очень много было, а сейчас Ну это он же просто портрет. Грустные, моргающие глаза. От змеи очень просто отличить, они же моргают. Так, ну это И вот рыбы не сцинки. моргают. Наши это сцинки. Но здесь он вне характерно для его среды обитания, а точнее, тогда он еще не был включен в наших задарий. Да, Шнайдера. Вот, привез из экспедиции, прежде чем отдать, понял, что они не станут его там держать, веревочка в своем живом уголке, а то, что он засунет его в формалин. Вот, ну а выпускать в природу на севере Киргизии это глупо. Вот, самому содержать просто нет возможности, там еще 2 экспедиции до конца лета. Вот, пришлось отдать, но перед этим его вот сфотографировал. Прямо на газоне перед Академией наук. Вот эту вот парочку. Вот это вот самец, достаточно молодой, но можете посмотреть, какой красавец, потому что то, как нарисовано в Красной книге, это неузнаваемо. это
там изуродованные. Ну, не наша вина, а может быть наша вина. Вот, ну это вот он на ладони, пусечка такая. Вот, хотя довольно крупная бывает. Так, вот тоже милое животное, безвредное, не смотрите на то, что змея, это восточный удавчик. Тут также так нарисован, что ой-ой-ой. Но надо сказать, что и слайды-то у меня, оказывается, тоже не фонтан. Ну, может быть, что-то сделают наши господа фотографы и компьютерщики. Ой, только не так, как с гадюкой в красной книге. Поработали фотошопом. Я снимаю их в натуре. Есть хорошие, да? Ну вот они должны пойти тогда уж на сайт, что ли. Вот, можно датчик есть. Они большие, да? Удавчики, ну, я больше метра находил, чуть ниже Ларчинского водохранилища, больше метра. Но надо сказать, что это, скорее всего, таким особям лет 20-25, и им уже недолго осталось жить. А так, больше 15 лет они в окрестностях города уже не встречаются. Так вот, в отдаленности все ниже бычака где-то еще есть, а так вообще проблемы с удавчиками. Ну, вот пятнистый полос как выглядит. Потому что, опять же, то, как нарисована Красная книга, можете открыть, посмотреть, есть что-то общее или нет. Виднее будет людям. Но это другой просто кадр его же. Да, он у нас на юге зарегистрирован по числу нескольких экземпляров, но я вам скажу, что эта фотография сделана не в Кыргызстане. Мне в Кыргызстане он один раз, так сказать, повстречался, и то таким образом, что пока хватался за футляр фотоаппарата, он уполз в нору, и доставать его оттуда было просто как-то нехорошо. Я мог его там повредить. Вот. Ну и поэтому, ну пускай там живет. А он, они крупные, да? О, вот в Туркмении они вырастают в длину 1,70 м без хвоста. Вот пятнистый полос. Да, ну это молодой, это достаточно молодой. 1,70 м без хвоста, ну да, вот так. Да, чуть поменьше. Вот он, да, в Красной книге. Похоже? Нет. Ну и вот и я про то же. Вот. Ну это то, что змея, которая охрана у нас не требует. И не за то, что они меня дважды кусали, это щитомордник. Вот это щитомордник. Паласов, да, у нас Паласов щитомордник. Вот. У нас есть Это змея-стрелка, которая, в общем-то, да, кандидат. Щитомордника нет, молодого. В холодильнике. Да пускай спит, что ему. Вот, ну это змея-стрелка, которая, да тоже она уже, по-моему, я в приложении ее там вынес все-таки, да? Их много. Стрелок, что значит много? Их должно быть, по числу змей-стрелок должно быть. Сложите всех гекконовых, ящурковых, гологлазовых, которые населяют как ящерицы, там, да? Вот. Возьмите и точь-в-точь такую же биомассу должны иметь стрелки. Биомассу, если по массе мы смотрим. Да, но там одномоментно нужно по Дэвиду пересчитать на скорость их развития. Змеи-стрелки это заурофаги. Это, ну, в общем, их должно быть ну, больше, чем 20 за дневную экскурсию. Должно быть их быть больше. Нормальный. Ну тут черный гриф, но там его не видно абсолютно. Он черный в темной комнате. Там черный гриф сфотографирован. Вот. Ну просто он видно, что у него там этот... Нет, блестит это клюв. Клюв он в трупе копался, там, и у него клюв блестит мокрый. Давай дальше. Вот. Ну это наш символ Беркут. Вот хотелось бы с таким оптимистичным взглядом смотреть в будущее нашей Красной книги и вообще редлистинга. Все, на этом позвольте закончить, на этом оптимистичном ноте. Так, ну по одному. Значит, рассматриваем этого скакуна. А нельзя это крутануть? Да, можно сейчас жучка? поставим.
Это картинки или это Да, можно картинку. В презентации он тоже есть. Вот. Ну, в Красной книге там он на карте нанесен, да? Те популяции, которые известны по недавним или наоборот по давним. И нанесено в Красной книге... Вот он, да. Вот, нет, назад. Вот этот, да. Значит, это скакун Галатея, да? Значит, ну, реликтовый, скорее всего, таксон, очень узколокальный. Его место обитания это, в общем-то, Ферганская долина, останцовые возвышенности по Ферганской долине и окружающим вот горам. Те, которые являлись островами, например, в период позднего моря Тетис. Вот это его места. То есть конкретно ареал у него узок, да. Воздействие человека на эти места обитания достаточно высоко. Так, экология. Так какие? Пустыни, полупустыни? Полупустыни, глинистые, именно глинистые. Вот, конкретно около Сумсара я нашел одно всего лишь надкрылье, хотя где-то вот в районе Шикафтара и Сумсара была найдена вполне приличная популяция, но немножко раньше по сезону. Взрослые жуки встречаются на протяжении ограниченного промежутка времени и рано весной. Так, теперь вот насчет усача. Так, значит, у нас в Красной книге два усача. Усач Чичерина и усач Киргизобия. Какой именно вас интересует? И то, и другое. Значит, усач Чичерина относится к роду в широком понимании, род Прионус. Сейчас считают Пагонартерон отдельным родом, с единственным видом. Этот жук также заселяет останцовые горы по восточной части Ферганской долины, то есть достаточно узкий ареал, держится вблизи скал, питается, это уже известно, что на корнях курчавок и, возможно, некоторых других кустарников. Самка до сих пор не описана и, скорее всего, она бескрылая, имеет очень такой скрытый образ жизни, то есть лазит по скальным трещинам, забитым землей, достаточно глубоко. Но самцы – это основной агент распространения генов среди популяции. Они летают, летят на свет. И мне он попадался два раза около Ташкумыра, между Ташкумыром и Кызылджаром, вот этим вот, как диспансером, да, по вот этим известковым скалам. И не менее 2 раз он попадался, один раз около Кызылкии на скалах, и не менее 2 раз, то есть конкретно я вот знаю популяцию, где я могу даже как вот туристу показать его. Главное прибыть в район Аравана на Кекликтоо, на его западный склон Кекликтоо в нужное время, вот, и поздно вечером уже в сумерках они выползают уже, вот, его можно увидеть. Можно, конечно, и на свет ловить, но все-таки световое загрязнение, оно влияет на насекомых, и я бы предпочитал такой метод не использовать, что ли, для именно того, чтобы увидеть этого жука. Вот. А жук, скорее всего, имеет генерацию не однолетнюю, а 2 или 3-летнюю генерацию. То есть развивается достаточно медленно, личинка медленно растет. Так, все по Чичерина. По Киргизобии можно? Вот. Ну и по Киргизобии я рассказал, что типовое местонахождение уже занято рисовыми чеками, там уже тугайного леса не существует. Где располагался этот тугайный лес? Между Куршабом и Гульчой, где-то километров 17 ниже по течению от Гульчи. Вот. Фотографировал в природе я его в бассейне реки Тар. Можно сказать, случайно была встреча, хотя я специально шел в бассейне реки Тар, да. Валайкон также встречается. Очень действительно редок. И поиски были в достаточной мере случайно обнаружена была вот эта вот самка. Ну, заметил, что сидит на веточке, да. Вот. Хотя вот специально останавливались на каждом боковом учелочке, где видели крупные березы. Крупноствольные, вот старые, корявые такие. Вот. И жук, в общем-то, любит сидеть на веточках, вот по наблюдениям Сергея Овчинникова, он любит сидеть на веточках над водой.
Вот. Тем не менее, экземпляров очень мало, и коллекционеры за него приличную сумму отваливают. Вот. На сайтах, ну как, бороться с ярмарками насекомых, те, которые первые проходили еще, ну вот первая базельская ярмарка насекомых для коллекционеров, она проходила еще в 1865 что ли, году. С этим явлением бороться невозможно. Но с другой стороны, это возобновляемый природный ресурс, то есть если брать, например, тех же парусников, самок и самцов после периода размножения, когда уже в яичниках нет яиц, они уже, это сбросовая часть популяции, да, вы никакого вреда природе не нанесете, если вы его поймаете. Ну и также коллекционер, он не может нанести вреда природе, если он не вытаптывает растения кормовые, не взрывает там скалы, да, вот, а изымает экземпляры насекомых. Почему? Ну потому что даже вот квалифицированный энтомолог может 3500 экземпляров насекомых собрать в коллекцию за полевой сезон. А за сезон выкармливания птенцов пара соловьев добывает 4000 экземпляров. А сколько у нас, спрашивается, соловьев? Поэтому лучше рассматривать все-таки коллекционерство насекомых как использование возобновляемого природного ресурса. Именно возобновляемого. Ну а так получилось, что у нас и госчиновники, и средства массовой информации зачастую переориентируют действительные проблемы. Это кумтор, строительство ГЭСов, перевыпас. Они переориентируют, что основную как бы опасность для беспозвоночных и холоднокровных представляет не деятельность масштабная, природоизменяемая деятельность. Вам любой гидростроитель скажет, что он не хотел он не желал зла, значит, той или иной бабочке или тому иному кузнечику. Но он просто затопил эту долину и все. Вот. А вот переориентирует на то, что человек с очком главный враг природы. Что в корне, в общем-то, неверно. Вот. А? А если их много человек? Ну а как тут делать? Это тот же самый пример из... Ну, вот, если в Красной книге и редкое растение, и редкий жук-листоед, который на нем питается, кого из них охранять и как? Будем мы этого листоеда избивать или нет? За то, что он ест краснокнижные растения. Вот. Если вот в Красную книгу бы попал, например, барсук, да, а он айгулю луковицами питается. Вот. Так что ж нам кого-то из них изничтожить? Они друг другу нужны, они в природе нет ничего вредного, за исключением гомо сапиенс. Вот чем вы обрабатываете насекомых? Говорят, препарат есть очень надежный, что коллекция сохраняется навеки. Вы имеете в виду коллекции? Нет, таких, которые навеки нету. Во всех крупных хранилищах, депозитариях, музеях есть регламентные обработки коллекционного материала, имеется в виду то, что помещается там в коробках, да, вот в сухом виде на иголках. Это еще зависит от того, в каком виде у вас. Скажем так, даже за формалиненные сборы повреждаются рядом видов грибов и мушек. Те, которые могут развиваться личинки чуть ли не в 6% растворе формальдегида. А регламентная обработка у нас какая? Ну, стараемся мы 2 раза в год, но получается раз в год. Как-то вот дихлофос, нафталин и тимол. Это то, что я использую. Изредка на самое ценное я использую проморозку. Но это нужен специальный холодильник минус 20. Тимол, да? Тимол еще? Да, тимол. Но это отпугивающие. Нафталин и тимол это репелленты. Вот дихлофос и этот карандаш типа Машеньки, вот это вот китайский карандаш, он против того, чтобы в коробку через щели заползали кожееды и всякие моли. Проморозка ниже минус 20 тоже полезная вещь. И можно так сказать, с теми коробками, с которыми работают, более-менее часто туда заглядывают, что ли, да, вот там кожеедов, как правило, меньше. Повреждений меньше. Значит, изоляция. Вот ставил экспозицию в Иссык-Кульский, значит, этот музей в Ананьево, если видели, там вот этот вот стенд 3 квадратных метра, это мной было поставлено, коллекция. Там двойной лейкопластырь на все швы. Ну и не пожалел, туда ложек 10 нафталина насыпал.
Вроде бы лет 10 там нормально было. А так вообще бороться с кожеедами, конечно, сложно, да. Самая дорогая эта жидкость. Есть такая жидкость, там сложность какая? Вам нужно тогда будет покупать контейнеры, которые являются ее испарителями. Это вот такая колбочка, не проливашка. При наклоне оттуда... А? Говорят, разбавлять и намного хватает. Нет, эта жидкость не разбавляется. Абсолютно. Ой, длинное название. Нитробензо... какой-то ацетат. Ну, в общем, у меня есть записано, но достать ее сейчас невозможно. В Киргизию ее не ввозят. То есть та американская фирма, которая производит ее для музеев, для лабораторий, для коллекционеров частных, вот, она рада ее выслать, вот, но наши таможни заворачивают. Они сейчас все эфиры и хлороформ занесли в список веществ, близких к наркотическим, и, соответственно, это большая проблема. У нас в республике их просто легально нигде не получить.